Тек білім ғасырды қозғайды, тек білім жүректердің жарығы деп атап өткен. Сегодня мы проводим необычное мероприятие с символическим названием «Территория без взрослых». Встречу руководителя отдела образования Анцовича Николая Брониславовича с президентами школьных парламентов, посвященной 60-летию отдела образования нашего города. Добрый день, уважаемый Николай Брониславович и президенты школьных парламентов. Для начала предлагаю вспомнить историю отдела образования. Как все начиналось? Ровно 60 лет назад, 20 октября 1961 года, на первой сессии первого созыва Шахтинского городского совета депутатов трудящихся было принято решение утвердить заведующим отделом народного образования Королева Николая Ивановича. Именно это событие послужило началом создания отдела образования. С этого времени прошло уже 60 лет. За это время отдел возглавляли 13 руководителей, последние 11 лет отделом руководит Анцович Николай Брониславович. Один из известных общественных деятелей, американский композитор и певец Зак де ла Ранча сказал, что одна из лучших вещей молодежи – это то, что они задают вопросы. Их глубоко волнует справедливость, и их умы открыты. Сегодня мы составим откровенный разговор Николая Брониславовича с президентами школьных парламентов в рамках реализации республиканского проекта самоуправления. В сентябре текущего года во всех 12 общеобразовательных школах прошли выборы президентов школьного парламента. Путем голосования были выбраны самые лучшие. И сегодня они собрались все вместе для того, чтобы задать свои вопросы человеку, который стоит у руля всей этой огромной машины под названием «Система образования». Николай Брониславович, мы знаем, что совсем скоро, 26 октября, исполнится 11 лет, как вас назначили на должность руководителя отдела образования. За это время многое изменилось. Были взлеты и падения, о которых мы, возможно, и не знаем. Но мы с полной уверенностью можем сказать, что сделано очень много. Вы известный человек, но все-таки хотелось бы услышать информацию из первых уст. Расскажите, пожалуйста, немного о себе в течение минуты. Это первое задание, да, которое ты мне даешь, 1 минута. Сложно рассказать за 1 минуту, когда ты прожил на Земле 42 года. Поэтому можете уже посчитать математически, как год моего рождения. Я родился в этом городе, мой любимый город, Шахтинск. Как любой нормальный советский ребенок, я пришел в детский сад, когда мне было 3 года. Это был детский сад Салтанат. После этого, благополучно в возрасте 7 лет, я поступил учиться в среднюю школу номер 1, свою родную, которую закончил в 96 году. Можете тоже считать, может, вы уже еще не родились к этому времени, но школу я уже закончил в 96 году. После этого у меня было 2 основных направления, кем я хотел стать, как я думал. Либо экономика, либо что-то связанное с историей и философией. В конечном итоге в 96 году в Каргу имени Букетова был открыт факультет философии и психологии. И я стал вошел в первый выпуск этого нашего факультета, поступил на отделение политологии и социологии. В 2000 году его закончил. И можно сказать, начиная с 2000 года по сегодняшний день, 21 год, я ничем не занимаюсь, кроме как тем, что я только учусь. Из этого времени я 19 лет провел в различных университетах, закончил 7 университетов, из 19 лет 13 лет прожил в университетах в очной форме, 6 лет в заочной форме, получил образование по разным специальностям, которые меня всегда привлекали. Это политология, философия, богословие, это юриспруденция, экономика, история. Имел возможность поступить 2 раза за рубеж. Закончил Папский университет Реджина Апостолорум в городе Риме. Обучался 2 года. И последний год, ровно год назад, я только вернулся с международной стажировки. Учился в городе Познане на факультете политических наук и журналистики. Занимался последний год журналистикой. Так что мы чуть-чуть коллеги сегодня будем с тобой. Все. Из этих 42 лет 11 лет моей жизни, я не знаю, счастливых или нет, но точно активных, бурных. Я занимаюсь тем, что
Я занимаюсь воспитанием детей, и я занимаюсь воспитанием взрослых. Потому что в силу своей должности это мой функционал. Если коротко. Спасибо огромное. Ну что тогда, уважаемые президенты школьных парламентов, предлагаю следующий формат работы. Перед тем, как задать свой вопрос, надо рассказать о себе в течение минуты. Тогда перейдем к вопросам. Всем здравствуйте, меня зовут Василия Лена. Я хожу в музыкальную школу и увлекаюсь рукоделием. Мой вопрос к вам. Какая, по вашему мнению, должна быть идеальная школа? Самый первый вопрос и самый сложный. Во-первых, я думаю, что все-таки в жизни ничего нет идеального. Да? Поэтому если бы что-то было идеальное, то мы бы никогда не могли дальше развиваться. Потом нужно разделить этот твой вопрос на две части. А что такое вообще тогда школа? Да? Раз ты спрашиваешь, идеальная какая, а тогда что такое школа как предмет? Школа — это все-таки две важные вещи. Первое, для всех людей школа — это как некое здание, да, какой-то храм науки, куда мы все приходим каждый день. Причем вы все туда приходите по добровольному принуждению. Вас никто не спрашивал, когда вам было 6 лет, папа с мамой вам просто сказали: идем туда, потому что надо. Либо кто-то из вас знал, что туда надо идти, потому что там уже учились ваши братья и сестры. Либо вы понимали, что в городе вашем или в поселке, где вы живете, есть какое-то здание красивое, трехэтажное, не знаю, там есть стадион или еще что-то, и все люди идут с вашего двора туда. Поэтому в первую очередь, да, с одной стороны, школа — это здание. И идеальная школа — это идеальное здание. Что это значит? Что школа должна быть красивой, она должна быть уютной, она должна быть красиво оформлена, в школе должны быть красивые классы, может быть, новые кабинеты, шикарные лаборатории, у вас должен быть новый спортзал, новый стадион, не знаю, теннисный корт, может быть, кто-то из вас мечтает, чтобы в вашей школе был. С одной стороны, вот это и есть идеальная школа, но это только как здание. Но наиболее важно, я думаю, что идеальная школа — это то место, куда все очень просто, куда ребенок просто хочет приходить каждый день. Каждый день. Вы просыпаетесь каждый день в 6-7 утра, и ваша первая мысль: не я не хочу идти в школу, а я хочу туда бежать. Если ты просыпаешься каждый день с этим чувством, это идеальная школа. А что нужно для этого сделать? Я думаю, должен произойти, я не знаю, у вас в молодежи говорят такое слово химия. Между людьми должна произойти химия. Вот если между тобой и школой есть химия, а школа — это конкретный учитель, если ты каждый день хочешь приходить на предмет, который тебя меняет, если ты хочешь каждый день приходить и встречаться с людьми, которые тебя меняют, если ты хочешь приходить в место, которое тебе дает новые знания, и ты каждый день приходишь домой и говоришь: вау, мама, слушай, я стала умнее. Я не знаю, кто из вас каждый день приходит и говорит эти слова: мама, я стала умнее. Это идеальная школа. И в конце я бы сказал еще так: смотрите, когда ребенок приходит в школу в 1 класс, это маленькие наивные существа. Они думают, что весь мир открыт перед ними. Да? Они все учатся на отлично. И с каждым годом у нас отличников в школе все меньше. К 11 классу их уменьшается в 10 раз по сравнению с 1 классом. Тогда вопрос: почему? Потому что маленькие мы приходим все идеалисты. Мы хотим, не знаю, звезды снять. Потом мы начинаем думать, видеть, смотреть, нас кто-то начинает чему-то учить не как надо, и получается что-то не так. Поэтому идеальная школа — это все-таки будет место, куда ты будешь хотеть каждый день приходить, где ты будешь встречаться с теми, кто тебя будет каждый день менять, потому что учитель имеет великую власть над тобой. Он тебя первое любит, он знает, как найти к тебе подход, и он хочет тебе отдать часть самого себя. Если ты это вкусишь от учителя, то ты будешь самым счастливым человеком. Я могу сказать так: я закончил идеальную школу. Лично я не знаю, как вы. Я закончил свою первую школу, в моем классе было 27 человек. И по окончанию школы из 27 17 стало педагогами. Я уверен, что это благодаря только этой школе. И это было круто, что я выбрал одну из самых, может быть, вам кажется, непопулярных профессий, но великих и благодарных. И я желаю, чтобы твоя школа открывала такое.
Спасибо за ответ. Меня зовут Рита, я президент школьного парламента гимназии номер 1. Я ведущая солистка хореографического коллектива. Мой вопрос такой. Если бы вам запретили заниматься вашей деятельностью, какую бы профессию выбрали? Я бы сделал все, чтобы мне не запретили. Это первое. А второе, я бы придумал что-то такое. Я бы все равно придумал заниматься чем-то таким, что... Рита, я не знаю, мне кажется, это невозможно запретить учителю заниматься тем, чем он занимается, но... Я не знаю, но я думаю, что я бы сделал все, чтобы... Не знаю, это очень сложно. А как ты думаешь, ты занимаешься хореографией, да, ты сейчас сказала? А если бы тебе запретили заниматься хореографией, чем бы ты занималась? Психологией. Это такой резкий переход. Нет, я же занимаюсь мелодией. Но видишь, может мне не до конца вопрос твой понятен в той части, то есть я занимаюсь многими вещами, да. Если ты спрашиваешь, как профессиональная деятельность моя, то есть как какое-то дело образования, да, это одно. Понятно, что кроме работы у меня есть очень много хобби, да, чем я занимаюсь, да. То есть запретить книги мне точно никто не может читать, да. Заниматься актерским мастерством мне никто не может, я это обожаю делать. Я обожаю заниматься ораторским искусством, риторикой. Мне это точно никто не запретит, это зависит только от меня. Мне никто не запретит то, чем занимаешься ты, хореографией. Я обожаю танцевать. Вот я на этом помешан, потому что, мне кажется, в музыке и танце человек настолько может раствориться и открыться. Поэтому, я думаю, может быть, вопрос твой может быть, но такого наступить в моей жизни не сможет. Всегда будет что-то такое, чем я буду заниматься. А потом есть много учеников, которые уже не ученики в плане, как вы, школьники, но остались моими учениками в силу своего взрослого возраста. Я думаю, я точно буду продолжать с ними общаться, как общаюсь сейчас. Как говорится, портить их и дальше. Потому что задача учителя в хорошем смысле – портить своих детей, отдать им все самое лучшее. Надеюсь, я смог хоть как-то ответить на твой вопрос. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос задаем. Здравствуйте, меня зовут Алина, я президент школьного парламента школы номер 7. Занимаюсь хожу в театральную студию. Раньше занималась карате, боксом и ходила в художественную Что-то школу. ты страшная девочка, слушай. На сцене ты тоже занимаешься карате? Нет. Нет? Нет. У меня такой вопрос. Как вы выстраиваете свой рабочий день? Сложно сказать, потому что я вообще не занимаюсь выстраиванием своего дня. За меня это решают другие люди. Кто выше меня, да? Вот, поэтому, конечно, как любой нормальный человек, я планирую, чем я буду заниматься, но это никогда не совпадает в течение дня, это точно. На работе я провожу в среднем 10 часов в день. Из 10 часов 3 часа я всегда посвящаю вопросам денег, экономики, финансов, потому что вы должны понимать, что бюджет отдела образования города Шахтинска составляет 5 миллиардов тенге. Только вдумайтесь в эту цифру. И каждый день я занимаюсь планированием, как потратить эти деньги. Я не знаю, сколько ваши родители получают там в месяц, 100, 200, 300 тысяч, да? Я, получается, получаю в год 5 миллиардов на все школы, и моя задача правильно эти деньги распределить. Поэтому вот 3 часа из 80 я точно занимаюсь вопросом этим. Что вам купить, какие школы нам построить, где сделать какие ремонты, какие купить кабинеты, компьютера, как украсить наши школы. Это первое. Часа 2 в день я занимаюсь вопросами педагогики и вопросами, связанными с деятельностью учителей. Мы разрабатываем различного рода методики по преподаванию различных предметов. Я изучаю различные методы и способы, которые используют разные наши учителя, чтобы это внедрить потом в деятельность наших школ. Час-полтора в день я обязательно занимаюсь детскими садами. Вы знаете, что у нас 10 детских садов.
хотя бы полчаса в день обязательно уходит на вопросы, которые связаны с инклюзивным образованием. Это вопросы, связанные с детьми-инвалидами. У нас сегодня по городу их больше 230 детей, поэтому обязательно изучаю эти вопросы. Час-два уходит как минимум на жалобы. Это самое неприятное, то, чем я занимаюсь. Потому что у нас в городе 7800 детей. Умножьте на 2. Это в среднем 15 тысяч родителей ваших на меня одного. А я один, а их 15 тысяч. Еще у вас есть бабушки, дедушки, которые иногда ко мне приходят, а иногда и очень часто приходят. Поэтому в среднем 20-30 жалоб в день я рассматриваю на своей работе. Есть приятные моменты. Да. Из 8 часов у меня бывает 15 минут, когда я могу попить чай и кофе. Это самое лучшее время, потому что я обожаю кофе. Вот. Ну и, конечно, большую часть времени у любого чиновника это просто совещания. Они могут быть скучные, они могут быть не скучные, но они всегда важные и полезные, потому что от этого зависит, как вы завтра будете жить в своей школе. Потому что, в конечном итоге так получается, что вашей судьбой занимаюсь вот в этом городе я. На уровне области занимается наш руководитель Гульсум Шабдан, но на уровне страны наш министр Асхат Канатович. Все очень просто. Ну и бывает большое счастье, когда вечером, это бывает, мне могут позвонить мои бывшие ученики и сказать: Николай Брониславович, сегодня мы идем с вами гулять. Я с радостью это делаю. Им сегодня уже 23, 24, кому-то 25. Это большое счастье. Спасибо. И исходя из вашего ответа на первый вопрос, я бы хотела добавить, что моя школа для меня идеальная. Супер, я рад. Если каждый из вас скажет, что она идеальна, тогда мне нечем больше будет заниматься. Мне нужно будет увольняться. Спасибо за вопрос, Алина. Следующий вопрос. Мирас, Пешком лицей. Сәлеметсіздер ме? Мен Оңғасбаев Мирас, Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп лицейінің президенті. Мен мектептен тыс көптеген спорт түрлерімен айналысам. Мысалы футбол, сонымен қатар өнер жағынан жайдарман, жүргізушілікті қатар алып жүрем. Ал сізге қоятын алғашқы сұрағым, сіздің алғашқы табысыңыз. Ваш первый заработок. Опасный вопрос, да. Все, что касается про деньги, я думаю, что дети никогда не будут спрашивать про деньги, да, хотя кто изучает из вас право, знает, что дети с 14 лет могут заниматься трудовой деятельностью 4 часа в неделю, да. Я отвечу вам про свой первый заработок. Я его помню как сейчас. Первый заработок я получил 11 января 1999 года. Это было 500 тенге. Почему я запомнил это на всю жизнь? Потому что 10 января 1999 года у нас в стране тогда прошли выборы президента Республики Казахстан. В 1999 году я учился на 3-м курсе своего факультета. Как политолог меня пригласили заниматься агитационной работой в штаб нашего первого президента. Я провел более 20 агитационных мероприятий на разных предприятиях нашего города. Мне было тогда 19 лет, и я получил за это свой первый заработок. За 20 лекций 500 тенге. Это было что-то страшное, потому что стипендия тогда была 1300 тенге. Это было практически половина твоей стипендии за месяц. Это были страшные деньги. Но первую зарплату я получил спустя 1 год, когда меня уже взяли на работу в Акимат. Это был тоже январь, только уже 2000 года. Я это уже запомнил на всю жизнь. Потому что когда ты получаешь первую бумажку, на которой написана твоя заработная плата, 5016 тенге. Помню как сейчас. Так что это было круто на самом деле, потому что первый заработок это что-то такое, что это твое. И тоже хочу вам сказать, не знаю как вы, я не хотел их не отдавать никому. Я тогда понял. И вообще не тратить? Нет, я их не тратил точно месяца 3, потом понял, что деньги обесцениваются и надо было тратить.
Но я помню, как мама с папой сказали: видишь, когда ты получил свои деньги, ты сразу стал жадный. И мне так стало немножко стыдно, а потом я думаю, как жалко маму, папу, что они тратят все на меня, да? И тогда где-то подумал, что надо зарабатывать, стараться самому так. А вообще это интересный опыт, и я думаю, что когда вы получите свою первую зарплату, именно заработанную своим умом, вы получите от этого большое удовольствие. Рахмет. Спасибо за вопрос, Мирас. Келесрат, следующий вопрос. Меня зовут Кормилец Наталья, я президент школы номер 4. И мой вопрос: что вам не нравится в вашей работе? Сегодня такие вопросы, на которые зав. Горно отвечать не должен. Если бы мне что-то не нравилось в своей работе, я бы уже на ней не работал. Но есть одна вещь, которая мне не нравится, да. Мне не нравится перевоспитывать взрослых. Последнее время, я не буду вам скрывать, я все больше размышляю над темой, кого мы учим в школе. Мне всегда казалось, что в школе мы должны учить детей. Но последние лет 5 я делаю вывод, что воспитывать и учить нужно не детей, а их родителей, к большому сожалению. Поэтому самая большая горечь и больше всего, что мне не нравится в моей работе, это когда есть непонимание между нами и между вашими родителями. Поэтому чем этого будет меньше в моей работе, тем точно я буду более счастлив. Спасибо. Я президент школьного парламента, школа номер 11, меня зовут Ширяева Ирина. Мой вопрос таков: совершали ли вы в жизни отрицательные поступки, которые несли за собой отрицательные последствия? Слушай, ты сейчас сказала как прокурор. Мне аж стало страшно. У меня ощущение, я сейчас на суде нахожусь, таким тоном, с такой постановкой, и сразу что-то обвинительное, да? Да, я думаю, тогда ты будешь хороший. Если ты хочешь быть юристом, у тебя точно получится, потому что интонация твоего голоса точно подходит. Я скажу так, что поступков, за которые бы мне было стыдно в таком глобальном значении, да, этого слова, скажу честно, их нет в моей жизни. К большому счастью, их нет и не было, и я надеюсь, их никогда не будет. Но, как любому нормальному человеку, любой человек в жизни совершает поступки, за которые, может быть, иногда мы бы во время этих поступков поступили бы, может быть, по-другому. Но, к большому сожалению, прошлого вернуть любому из нас нельзя. Да? Я думаю, ни вам, ни мне. Через год-два вы будете стоять на таком пути, как выбор профессии. Представьте, вы поступаете в университет, и через полгода понимаете, что вы поступили не на ту специальность. Что вы будете делать? В любом случае надо доучиваться до конца, а потом, может быть, искать новый свой путь. Поэтому, как любой нормальный человек, я имею достоинства, как любой нормальный человек, я имею недостатки. Поэтому я стараюсь исправляться. Как человек, который имеет педагогическое образование, я стараюсь заниматься самоанализом своих поступков. Но в большинстве своем я стараюсь поступать, по крайней мере, честно. Как минимум перед теми людьми, по отношению с кем я нахожусь в отношениях работы. А в отношениях детей я точно могу сказать, все круто и честно, потому что ничем больше я не люблю заниматься, как просто их учить, точнее сказать, вас учить и воспитывать. Это высший кайф, который может испытывать только учитель. Хорошо, спасибо большое. Меня зовут Айлон, я президент школьного парламента номер 12, и мой вопрос к вам: влияет ли школьная форма на обучение ребенка? Когда
когда ты мне задаешь этот вопрос, я тебе тоже задам. Ты за школьную форму или против? Потому что от этого будет зависеть, что ты хочешь от меня услышать. Давайте мы все проголосуем. Николай Борисович, по-моему, тут многие против школьной формы. Нет, я хочу, чтобы вы проголосовали, чтобы я понимал ваш настрой, а в любом случае я отвечу честно на этот вопрос. Я за школьную форму лично. Я тоже за. Я тоже за школьную Потому что форму. должно быть равноправие в школе. Не то, что равноправие, Я будет считаю, более это дисциплина. Да, дети должны как бы ощущать себя в школе. Видимо, я ошибся. Вот видите, когда даешь демократический способ выразить свое мнение, да, что происходит с нами, да? Смотрите, этот вопрос очень сложный. Я думаю, что в любом вопросе в жизни есть всегда плюсы, есть минусы у всего. Да? Я думаю, вы здесь точно согласитесь, да? Поэтому есть моменты, где я могу сказать, школьная форма, она нужна, да. В какой-то части она полезна, да. Она выражает определенного рода равноправие, социальное равноправие, да. Скрывать сейчас нечего. Очень много есть семей, которые бедные, есть богатые, да. Если кто-то может себе позволить одеваться дорого, красиво, хорошо, кто-то не может, да. От этого ребенок может испытывать определенного рода дискомфорт, особенно в подростковом возрасте, да. Может быть, один момент. Вторая сторона может быть практичная. Родителям, ребенку не надо думать каждый день, что одевать. Есть каждый день форма, она ясна, понятна. Это очень практично, это очень удобно, с другой стороны. Но, конечно, школьная форма имеет и свой минус. Она уравнивает ребенка и приводит к тому, что вы не можете себя выразить в одежде, выразить свой внутренний мир, свою индивидуальность. И, конечно, если мы будем спрашивать, кто за школьную форму и кто против, чаще всего те, кто маленькие, им все равно, они всегда будут за, они еще ничего не понимают. А когда вы входите в период, особенно переходного возраста, это 7 класс, 8, старше, и, конечно, вы хотите себя выражать в чем-то, то, что будет выражать ваш внутренний мир, да? Я скажу вам так, что я вам скажу по себе. Я как чиновник каждый день должен приходить на работу в костюме. Для меня это страшно, потому что я очень люблю одеваться. Я обожаю моду, я слежу за модой. И для меня одежда – это элемент культуры самовыражения меня самого. Поэтому, когда наступает суббота, и я прихожу на работу, я счастлив, что я могу прийти не в костюме. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что когда приходят ко мне люди на работу, и они хотят видеть перед собой официального человека, который решает их проблемы, если я буду сидеть в джинсах, которые будут с дырками, очень тяжело эти люди будут со мной общаться на уровне какого-то контакта. Они не будут понимать, да, с кем они имеют дело. Либо давайте представим с вами такой пример. Я не знаю, идет пожар, и пожарники приезжают не в пожарной форме. Либо вы видите перед собой врача, который одет не в белый медицинский халат, да? Или, не знаю, случается авария на каком-то перекрестке, и там стоит какой-то непонятный мужчина, машет палочкой непонятной, да? И в непонятной одежде. И вы не понимаете, это представитель дорожной полиции или это кто. Поэтому, конечно, в каждой профессии есть свой дресс-код, есть определенный порядок. Поэтому, конечно, школьная форма нужна. Единственное, раз ты против, то мы можем подумать, например, мы можем внести такое предложение, как эксперимент, ну, по крайней мере, вы представители всех 12 школ. В принципе, мы можем пойти на эксперимент, скажем, в 10-11 классе. Можно позволить там 1 или 2 раза в неделю сделать форму свободной, но оставить ее в классическом каком-то стиле, да, чтобы все-таки эта форма не превратилась в непонятно что. Да. Если у вас такие предложения будут, в принципе, мы не против их рассмотреть вместе с вашими родителями и с моими коллегами, директорами школы. Спасибо за ответ. Меня зовут Кубанова Сабира, я президент школы номер 6. И мой вопрос такой. Все люди склонны мечтать. Есть ли у вас какая-то заветная мечта, или была ли когда-нибудь она у вас? Сабира, мечтают все люди, все нормальные люди мечтают, да? Вы, конечно, думаете, что взрослые уже не мечтают. Взрослые мечтают. Я скажу так.
10 лет назад у меня была мечта построить в городе Шахтинске художественную школу. Большая мечта. Потому что в нашем городе эта школа существовала на 4-м этаже во дворце школьников. И 30 лет эта школа не имела своего здания. И когда я пришел на эту работу, я понимал, что это нужно сделать для нашего города, для наших детей. Прошло 10 лет, и мы с вами сидим на 4-м этаже этой новой школы. Я считаю, это круто. Когда ты можешь влиять на то, чтобы кому-то стало хорошо. Теперь школа художественная есть, окей. Если у меня мечта, есть, как у любого нормального человека. Сейчас мечты у меня 2. Нет, 3 мечты. Первое, я хочу в нашем городе построить автокартодром. У нас есть большой земельный участок в районе УПК, если кто-то знает. Там есть большой такой пустырь. У меня большая мечта сделать там картинги, закупить 20 автогоночных машин и сделать наподобие формулы номер 1, чтобы наши мальчики, а может быть и девочки, занимались крутым делом, которое называется автодело и картинги. На это нужно всего 140 миллионов тенге. Я думаю, у нас получится. Это первое. Вторая моя мечта, я думаю, она тоже реализуется. Я хочу построить в городе Шахтинске новую школу. Только для детей 10-11 класса. Большая мечта, чтобы эта школа была профильная, чтобы все школы нашего региона стали 9-летками, и только одна школа принимала детей 10-11 класса. Эта школа должна быть специализированная. Мы хотим там в перспективе открыть химико-биологическое направление, физическое направление в части физики и политехнического направления. Обязательно будут языки, обязательно будет история с правом и обязательно химия с биологией. Потому что стоит задача создать школу, которая будет вас готовить к будущей профессии. Эта мечта уже началась реализовываться. Акимат города определил земельный уже участок в нашем городе, где это будет в районе 26-го квартала за общеобразовательной школой номер 7. Есть большой пустырь. В течение какого времени? Если я скажу в течение какого времени, вы будете заниматься отчетом, потом скажете, что я не сделал ничего для его строительства. Примерно мы планируем, что это будет в 2025 году. На следующий год нам выделят земельный участок. Это будет 22 год. В 23 году мы будем заниматься документами. Нужно будет разработать архитектурный проект. Это будет займет времени где-то 2 года. Обязательно школа должна быть с бассейном. То есть я планирую, что все дети нашего региона, которые будут посещать эту школу, должны научиться плавать. Это большая проблема для нашего города, потому что, вы знаете, в городе нет бассейна до сегодняшнего дня, да? Хотя он строится, и в декабре он уже появится в новом физкультурно-оздоровительном комплексе. Поэтому это моя большая мечта, чтобы была в городе новая, крутая, современная школа, в которую придут лучшие ученики, в которую придут лучшие учителя. А третья мечта, это уже личная. Я хочу, чтобы мне было больше свободного времени. Просто гулять в лесу. Одному. Хотя бы 1 раз в неделю, 1 час. И если это будет, я буду самым счастливым человеком. Очень здорово. Спасибо большое, что вы так преданы работе и своим желаниям. Спасибо огромное за вопрос. Следующий вопрос задает. Здравствуйте, я Кульмухаметов Руслан, я президент школьного совета школы номер 8. Мой вопрос таков. Почему в школах мало педагогов-мужчин? Я думаю, что дисциплина была бы намного лучше. Если я буду отвечать на этот вопрос, я должен буду обидеть учителей женщин. Учитывая, что в этом зале больше девушек, чем парней, у меня есть шанс не выйти с этого зала не побитым. Если говорить честно, на самом деле профессия учителя и педагога, я не знаю, согласитесь вы с этим или нет, я считаю, это чисто мужская профессия.
Мне очень жаль, что так получилось вот в нашей стране и на территории нашего пространства евразийского, что люди как-то так были приучены к пониманию того, что воспитывать это удел женщин. У вас у всех может быть разный опыт, я не знаю, но просто в голове своей чуть-чуть представьте педагога-мужчину, педагога-женщину, кто у вас в школе работает. Вот я недавно начал работать в 4-й школе, да, Даша подтвердит, в 10 классе. Это интересный опыт, потому что я у ребят спрашивал, я у вас первый мужчина за 10 лет, что вы в школе? Они говорят, да, первый. Вот это надо у них спрашивать, это хорошо или это плохо, я не знаю. Но я думаю, что идеальная школа, кстати, отвечая на твой вопрос, да, идеальная школа это будет та школа, где хотя бы будет 30% учителей мужчины и 70% женщины. Это будет идеальная школа. И это вопрос не в поле, да, чтобы нужно было ясно понимать. Просто каждый из нас, мужчина и женщина, мы имеем разный характер, я думаю, вы согласитесь, да? Мы имеем разный темперамент, мы по-разному относимся к разным вещам. Мужчина менее эмоционален, он более рационален, да? И, конечно, это тоже влияет на то, какая есть школа. Потом я все-таки думаю, что когда будет в коллективе больше мужчин-учителей, то учителя женщины тоже будут другие. У них будет больше стимула приходить в эту школу. Им будет больше интересно выглядеть лучше. Это тоже влияет, потому что мы созданы от природы все друг для друга. И хотим мы с вами или не хотим, эти процессы, мы нуждаемся в друг друге, да? Мы дополняем друг друга. У мужчины есть то, чего нет у женщины. У женщины есть то, чего нет у мужчины. Поэтому, когда это получается, это называется философией инь и янь. Да? Два начала чего-то одного. Поэтому это было бы круто. Другой теперь вопрос, что нужно для этого сделать. Ну, отвечу тебе просто. Вот приглашаю тебя работать в школу. Все. Если ты задаешь этот вопрос, значит у тебя есть моральная теперь ответственность перед школой и отделом образования поступать на педагогический факультет и как минимум прийти в свою родную школу. И я думаю, что на самом деле я не хочу обидеть учителей женщин, но в глубине души я верю, что учителей мужчин дети любят больше. Спасибо. Спасибо. Осылай, мен атым Тамерлан. Менде сізге осындай сұрақ бар. Сіздің ұстанымыңыз қандай? Какой у вас девиз? Да, я понял. Вот еще один страшный вопрос. У тебя есть твой девиз? Пока что нет. Пока нет. В силу своей профессии, кем я работаю, у меня нет любимого девиза, но у меня есть девиз, который я обязан выполнять, и я его выполняю. Это со знаменитой сказки, вы знаете, Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Я в ответственности за тех, кого я приручил. В отделе образования работает 30 человек, плюс еще 24 директора и плюс 1700 человек в подчинении. Вот я приучил к себе 1800 человек. И каждый день я отвечаю за этих людей. Поэтому это мой девиз. Я отвечаю точно за тех, кого приучил. А если брать девиз по жизни, то я скажу вам так. Я люблю заниматься философией. Это главная наука. И все, что я люблю делать только в рамках этой науки. Есть известный датский такой философ, я не знаю, слышали вы о нем или нет, Сёрен Кierkegaard. Когда-то он сказал такую знаменитую фразу: «Человек мыслит до тех пор, пока он выбирает». И это мой девиз. Я считаю, что каждый человек живет только в моменте конкретного выбора. Каждый день мы выбираем. Мы выбираем между добром и злом. Мы выбираем учить уроки, не учить. Вы пришли каждый день, вы приходите каждый день после школы, вам дали много домашнего задания, раз, и вы ничего не выучили, вы начинаете себе что-то придумывать. Марья Ивановна, знаете, я так хотел выучить физику, но не получилось, вчера выключили свет. А я мечтал выучить ее в час ночи, а в час ночи выключили свет.
называется все в психологии, психологическая защита, да, например. Мы каждый день выбираем перед чем-то. Нам мама с папой что-то говорит. Мы делаем либо да, мы делаем либо нет. Поэтому мой девиз простой. Человек живет только в моменте выбора. Потому что каждый из нас свободный человек. И свобода выражается в том, что я делаю то, что я хочу, либо не хочу. Поэтому пока господин Анцович выбирает в душе внутри себя, он живет и существует. Как только человек прекратит делать сознательный выбор каких-то вещей и поступков, мне кажется, я прекращу свое существование. Поэтому пока философия во мне живет этот девиз этого философа. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Колдаев Александр, я ученик 3-й школы. Меня выбрали в президенты нашего школьного парламента. Я бы хотел задать вопрос, который интересует, мне кажется, многих подростков, которые пытаются себя выразить внешне. Как вы относитесь к различным модификациям тела и покраске волос? Ужас. Ну, я рад, что ты задаешь мне этот вопрос, потому что по этому вопросу можно будет понять, что у нас не было сценария. Потому что если был бы сценарий, я бы этот вопрос точно вырезал. Но учитывая, что эти вопросы мне задают президенты, кстати, это интересный опыт. Я еще в жизни не сидел среди 12 президентов. Это что-то вот интересное. Я сидел среди разных людей, даже был на многих совещаниях с участием главы нашего государства, да, но это был только один президент, да, к нашему счастью. Здесь 12, это интересно. На 4-м этаже детской художественной школы города Шахтинска прошла встреча руководителя отдела образования с 12 президентами, да, звучит очень красиво. Я скажу очень аккуратно, что если бы я был подростком, то я бы к этому относился вполне нормально. Потому что когда еще красить волосы в разные цвета, если не в подростковом возрасте? Потому что ваш возраст существует для того, чтобы себя выражать, да? И ничего больше. Плохо ли это, хорошо? Это опять вопрос выбора, о чем я говорил только что. Конечно, будет смешно, если человеку 50 лет, он покрасится в желтый, красный, зеленый или там, не знаю еще какой возраст. Если он актер, может быть, если он так себя выражает. В конечном итоге, я думаю, что здесь не должно быть ответа «я за» или «я против». Да? Здесь все зависит от того, что хочет сказать человек вот своим поступком. Да? Смотрите, я вот наблюдаю по всем вам и по нашему городу, да, когда-то девушки делали одну серьгу в ухе. Ну, именно на 2 уха, но в одну. Теперь я вижу, есть 2. Иногда я уже вижу 3, иногда 5. Хорошо ли это плохо, я не знаю. Но она себя так выражает, да. Когда-то была мода в 60-е годы, парни носили длинные брюки, называлось клеш, как шаровары. Плохо или хорошо, не знаю. Сейчас это было бы очень смешно. Тогда это было модно и круто. Сейчас большинство из вас носит короткие штаны, несмотря на то, что зима или холодная осень. Хорошо ли это плохо, я не знаю. Если вам это нравится и вы в этом себя выражаете, я считаю, это круто. Это ваше поколение, это ваш мир, в котором вы живете. А наша задача только взрослых — это принимать, по возможности корректировать. Вы прекрасно знаете, нам все равно что-то будет вас не нравиться, я вам говорю честно, а вам всегда будет что-то не нравиться в нас. Это вечный конфликт между отцами и детьми, как его говорят. Но я думаю, что самое главное, чтобы мы любили друг друга. Мы, взрослые, любили вас, вы любили нас. И если между нами будет любовь, значит, не будет конфликтов. Если не будет конфликтов, значит, мы вас научимся принимать такими, какие вы есть. Спасибо за ответ. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Спанова Азиза, я президент школьного парламента школы-гимназии номер 5. Я занимаюсь боксом, люблю рисовать и читать в свободное время. Думаю, нам всем было бы интересно узнать, что бы вы изменили в системе образования, если бы вы стали министром образования Республики Казахстан.
Вопрос сложный, вопрос задавать этот нельзя. Вообще задавать нельзя, потому что у нас в стране уже есть министр образования. Вы знаете, что Казахстан является унитарным государством по форме своего устройства. Мы не Россия, не Германия, где федеративная форма управления. В России, например, 85 министров образования, потому что там федерация. Поэтому в Казахстане у нас есть министр образования один. Ну, а я в своем роде тоже министр образования, вас 12 школ. Только моя должность называется не министр, а слово руководитель. Вот, в принципе, и все. Ну, если ты хочешь, чтобы в городе появился министр, можешь меня называть министром. Да? Только ты одна можешь меня так называть, да? А если по-честному, то все, что я хочу менять в нашем городе, я уже меняю. Мы это делаем вместе, большой дружной командой, 30 человек, как я вам сказал, отдел образования и 24 директора. Мы что-то пытаемся придумывать для вас, пытаемся менять для вас. Что-то вам нравится, что-то вам не нравится. Вот. К моему счастью, я скажу вам так, я очень счастливый человек, потому что сейчас я работаю тоже в команде. Это команда нашего министра Асхат Канатыча. Это очень интересный человек. Человек, который закончил тоже наш университет как бы имени Букетова. Я учился на 4-м курсе, он учился на 1-м. Потом так жизнь сложилась, я поступил в магистратуру, и он стал моим преподавателем в магистратуре, когда он уже закончил докторат. Несколько лет назад он стал моим начальником. Он был руководителем управления образования Карагандинской области, а потом он стал министром образования. Поэтому в хорошем смысле я работаю в команде прекрасного человека, который умный, который креативный, который тоже, как я, историк, который тоже, как я, политолог. У нас одинаковые 2 профессии, поэтому это круто, это счастье. Что бы я изменил? Ну, не знаю, может быть, вы мне сегодня скажете, что нужно менять. Мне кажется, за 11 лет я так много изменил в наших школах города, начиная от радикального отмены звонков еще до каких-то вещей, что сложно что-то сказать. Но я думаю, что есть еще много вещей, которые мы должны точно сделать и поменять. Я скажу вам такой пример. Я хочу вести в школах обязательный предмет хореография. В 10-11 классах это моя мечта. Я хочу, чтобы 2 раза в неделю все, несмотря на то, кто-то может двигать ногами, кто-то нет, у кого-то есть слух или нет, они должны начать танцевать. Я считаю, что каждый парень и девушка по окончанию 11 класса должны знать все танцы всех народов мира, уметь танцевать чечетку, я не знаю, что еще есть, фокстрот, я не знаю, танго и так далее. Это круто. А не то, когда происходит день последнего звонка, вы начинаете за месяц учить, как танцевать вальс. И это было бы круто, чтобы вы в течение 10-11 класса этому научились. Я хочу в обязательном порядке попытаться, мы сейчас сделаем эту попытку, вернуть в школу такой предмет, который называется этика и психология семейной жизни. Я очень хочу, чтобы вы 10-11 класс занимались всей психологией. И здесь есть большая проблема, то есть причина, то есть почему. Скрывать тоже нечего. У нас в городе более 2000 детей живут в неполных семьях, где нет папы, мамы. У нас большая проблема сегодня с нарушением семейных ценностей. У нас очень много разводов. У нас 100 детей проживают только с папой, где мамы их бросили. И я думаю, что было бы очень важно вашему поколению больше разбираться в вопросах отношений между мужчиной и женщиной. И здесь, конечно, вопросы семейных ценностей. Я думаю, это было бы круто, это важно. И третий предмет, который я хочу ввести, это риторика и театр. Я считаю, все должны начать играть в эту большую игру, которая называется театр. Вы должны научиться говорить. Большая проблема вашего поколения – это научиться коммуникации. Конечно, в силу того, что вас избрали президентами, то я уверен, у вас у всех есть один недостаток. Вы все болтуны, в хорошем смысле, да, вы имеете ораторское искусство. Но чтобы потом в жизни кем-то стать, недостаточно только знать знания конкретного предмета.
Важно уметь коммуницировать, да, между людьми. Я думаю, что этому мы вас, к сожалению, пока в школе не учим. Поэтому, думаю, эти бы 3 предмета я точно в школах Шахтинска внедрил. Будем стараться делать так, чтобы как минимум психология, как факультатив на следующий год учебный станет обязательным предметом. Можешь что-то другое предложить, не знаю. Можешь подумать. Спасибо за вопрос, Азиза. Следующий вопрос. У меня такой вопрос. Раньше в школах и в университетах, в колледжах всегда был КВН. Можно ли его вернуть сейчас? Я думаю, что начальник отдела образования для этого точно тебе не нужен, чтобы спрашивать его разрешение, нужен ли тебе КВН. У нас в свое время была крутая команда, одна из лучших была тогда еще по области. Команда КВН в нашем лицее Алихана Букиханова. Я не знаю, из 1 часа представления этой команды ты 55 минут держался просто за живот. Там без слез не взглянешь, как я на них всегда говорю. Крутая была команда. До сегодняшнего дня помню этих ребят. Я хочу сказать, что 50% этих ребят уже сегодня получили какую-то профессию, и они все занимаются еще, они все еще сейчас там занимаются, они там работают там и тут. И даже 2 я приглашал на встречи. Это было круто. Поэтому, если от вас будет такая инициатива, да, мы ее поддержим. У нас сейчас есть 2 проекта. Это возрождение КВН и возрождение клуба «Что, где, когда». Я думаю, вы знаете, есть такая известная передача. Вот, поэтому, если у нас будет получаться, то мы, конечно, поддержим. Мы будем только в городе за. Если будет нужна какая-то от нас помощь, да, я смеяться точно люблю. Да, так что я с радостью вам, я думаю, директора окажут содействие. Тем более, кстати, в нашем городе последние 3 года мы полностью закончили ремонты всех наших актовых залов. У нас крутой, красивый актовый зал в 7-й школе. У нас хороший актовый зал в 5-й гимназии. И в этом году, к счастью, мы построили шикарный современный актовый зал в школе номер 6. Поэтому у нас есть 3 классные площадки, где можно проводить эти мероприятия. Плюс в этом году мы отремонтировали прекрасный зал, получился у нас, он тоже как актовый, в школе 4, в школе 2 и в школе 11, где у нас совмещены столовые с актовыми залами. Поэтому место, где вы можете проводить КВН, у нас точно в городе теперь есть и достаточно. Поэтому придумывай название для своей команды и начинаем. Я, кстати, обещаю, что если кому-то понадобится выступить в каком-то номере в качестве актера, я вам точно там помогу. Ну, как минимум, +1 балл жюри вам точно за это даст. Хорошо, спасибо большое. Мой вопрос таков. Я бы хотела, чтобы в школе 11 установили большие футбольные ворота. Возможно ли это выполнить в 2022 году? Я точно обещаю, что футбольные ворота в 2022 году в 11 школе будут. Плюс я еще так отвечу на твой вопрос. У нас в отделе образования есть большая программа по развитию школьных стадионов. В этом году мы построили школьный стадион в школе номер 6. Большая мечта осуществилась. Жители нашего 31-го квартала. В прошлом году большой стадион построили в школе номер 3. В этом году параллельно закончили стадион на школе номер 5. У нас есть стадионы в школах Алихана Букиханова и 7-й школе. На следующий год эти 2 стадиона, мы их уже делали очень давно, как и в школе номер 2 в Шахане. Будет их реконструкция, мы их отремонтируем, еще эти 3 стадиона. И на следующий год у нас был большой стадион на школе номер 9. Из бюджета выделили Тамерлан 100 миллионов тенге, чтобы у вас появился крутой стадион. И параллельно на следующий год мы начинаем делать школьные площадки спортивные. Это будет школа номер 11 и школа номер 4. К 2025 году у нас будут новые стадионы во всех 12 школах. Ну и, конечно, тоже мы сейчас решаем один серьезный вопрос. У нас в городе нет ни одного теннисного корта, чтобы вы могли заниматься большим теннисом. Учитывая, что школа номер 1 находится рядом с городским стадионом, и ей не нужно футбольное поле большое, потому что дети могут ходить туда, было принято решение, что большой теннисный корт к 2025 году будет построен в гимназии номер 1.
Так что все очень просто. Прошу набраться терпения. Все у вас будет очень скоро. Хорошо, Но ворота будут точно в 20. Я даже постараюсь, чтобы мы их купили в 21-м. Ты их увидела, показала тем, кто задал этот вопрос, и чтобы этот вопрос был снят. Хорошо. В честь 60-летия отдела образования. Спасибо за вопрос, спасибо за ответ, Николай Брониславович. Порадовали нас всех. Ну что, следующий Порадовал, вопрос. взял обещание, теперь надо будет исполнять, да? Надо будет искать деньги, да? Следующий вопрос. В качестве руководителя отдела образования и достигли много. Скажите, пожалуйста, в чем вы видите свое дальнейшее развитие? Скажу тебе так, чем человек больше знает, тем ему сложнее жить. Потому что человек, который знает много, он постоянно думает. И это большой мой недостаток. Когда человек думает мало, он живет намного проще. А дальнейшее свое развитие я вижу в принципе в своем просто предназначении, да, делать то, что я просто должен делать. Смотри, каждый из нас обладает какими-то способностями. Я думаю, ты согласишься, да? Ты обладаешь тоже с какими-то способностями. И самое главное, наша способность – это распознать те дары, которые каждый из нас получил от природы. Свыше, да, как говорят. И если каждый из вас правильно распознает этот дар, вы будете самым счастливым человеком. Я знаю этот дар. Я просто люблю учиться. Это высший пилотаж, который я получаю от этого великого процесса. Я никогда не учился в университетах, чтобы набирать много дипломов. Я никогда не учился, чтобы сказать, сколько я знаю. Я всегда учился, потому что я просто хотел узнать что-то больше. Вот 2 года назад мне исполнилось 40. Страшная для вас цифра. Когда мне было 17 лет, я помню, родителям исполнилось 40, я помню этот день рождения мамы, я сказал про себя, боже, какая она старая, 40 лет, она просто древняя. Сейчас мне 40. Мне кажется, я еще такой молодой. Мне кажется, я в душе 15-летний мальчик, который только недавно закончил свою родную школу. Поэтому предназначение одно – учиться дальше. Получать знания, которые потом я должен просто подарить вам. Просто так. В Советском Союзе был такой известный мультик, я не знаю, можете его сегодня посмотреть в интернете. Он назывался «Просто так». Он такой глупый, мне казалось. Там, по-моему, собачка собирает цветы и передает одному животному, другому. И там был мальчик, главный герой. И когда кто-то дарил другому цветы, тот всегда спрашивал, а за что? Тот отвечал, просто так. Все на него смотрели, как на сумасшедшего. А что можно просто так? Да, просто так. Все. Поэтому предназначение простое, делать то, что я должен делать. Все. Ну и по возможности становиться лучше. Еще лучше. Потому что главная задача, миссия каждого из нас – это просто стать человеком. Я думаю, вы со мной согласитесь. Мы рождаемся все как биологический вид, индивидами. Но людьми мы становимся в течение жизни. Иногда я смотрю на поведение разных людей, и мне тяжело их назвать людьми. Просто потому, что люди себя иногда ведут хуже, чем животные. Ты, например, знаешь, да, что отдел образования занимается же не только вопросами школы, например. Мы занимаемся вопросами опеки и попечительства. Мы занимаемся вопросами лишения родительских прав. Это большая трагедия, когда ты принимаешь решение со своими коллегами лишить кого-то родительских прав. Вы представляете, как это страшно? Я помню, когда я это делал первый раз, мне был 31 год. Кто я такой, чтобы лишить кого-то прав на ребенка? Ты принимаешь это решение в силу своего ума, знаний, потому что ты хочешь сохранить жизнь этому ребенку. Но ты задаешься вопросом, почему эта женщина или этот мужчина, которые родили его, ведут себя так, как не каждое бы животное так отнеслось к своему ребенку. Да? И это самое трудное в моей работе. Но и самое счастливое, потому что ты можешь определять судьбу других людей. И это круто. На самом деле. Шахар, есть еще вопрос?
Давайте 12-й задаст вопрос. Почему были отменены звонки в нашу школу? Звонки отменил, потому что задал себе вопрос, зачем они вообще нужны. И понял, что они нужны. Я уже кому-то говорил из вас, в советское время была такая пословица: советский человек работает от звонка до звонка. Это означает, что нас приучили работать только по колокольчику. Нет, это неправильно. Смотрите, вам назначили же сегодня встречу прийти сюда? Вам назначили ко скольки? К 4. Вы пришли вовремя, как нормальные люди. Вам дали звонок в 4 часа прийти? Нет. Почему вы пришли вовремя? Потому что вы просто ответственные. Я прихожу на работу каждый день в 9 утра. Я не делаю себе звонка. Поэтому цель наша была очень проста, чтобы вы сами начали себя воспитывать. Ничего больше. И потом, отсутствие звонков привело к тому, что я видел такие моменты, когда вы начали руководить нами, взрослыми. Я один раз видел случай в 5-й гимназии, когда маленький ребенок говорит: Марья Ивановна, вы опаздываете на урок. Это было потрясающе. Дети делали замечания взрослым, потому что взрослые опаздывали на урок. Да? Вы сами стали распоряжаться временем в своей школе. Я уверен, что количество опозданий снизилось с тем, что мы убрали звонки. Я уверен, что если сейчас вы в школе дадите звонок, у вас даже это будет психологически трясти, как какой-то шум. Мне кажется, да, и, кстати, я хочу сказать такой интересный случай. Когда у нас были звонки, в год мы вызывали где-то 10-15 раз скорую помощь. Дети расшибали себе лбы шишки от того, что дети очень много бегали. Потому что когда вы слышите звонок на урок, вы несетесь на этот урок просто как сумасшедшие. Сейчас у нас количество вызовов в скорую последние 3 года 0. Мы их вообще не вызываем. Вы спокойно заходите на урок, вы спокойно выходите. Цель была одна — научить вас жить взрослой жизнью, потому что на работу вы точно по звонку не приходите. Спасибо. Еще раз здравствуйте. Не отходя от темы желаний и просьб, отдельная зона для отдыха. Так как мы проводим очень много времени в школе, в последнее время, тем более мы ученики 10-11 классов, из-за подготовки к тестам. А также хотелось бы установить кулеры по территории всей школы, а не только в столовой. Значит, по кулерам я скажу так: вопрос этот будет решен на следующий год. На 2022 год мы заложили достаточно много средств, чтобы установить в каждой школе кулеры. Надеюсь, мы вас обеспечим водой столько, сколько вам надо. У нас опыт был в этом году в некоторых школах установить кулеры, но я хочу сказать так. У меня такое ощущение, когда мы их установили, что вы в своей жизни воду никогда не пили. Потому что за 3 минуты просто 100 литров уничтожалось в одной школе, не буду говорить какая. Но я думаю, что где-то в феврале-марте месяце вопрос с кулерами будет решен полностью. И мы вас тоже научим, как через звонки, которые мы отменили, мы вас тоже научим правильно пить воду. Да? Не напиваться, а пить воду только тогда, когда действительно ты в этом нуждаешься. Что касается твоего интересного вопроса, это называется сегодня в мире коворкинг-центр, да? То есть создание неких таких зон в школах. Кстати, вы видите, здесь написано, да, на стене «Территория без взрослых». Это название, которое я придумал 3 года назад, когда мы открывали эту школу. И у нас была большая идея на 4-м этаже, здесь вот эта зона мансарда, сделать так, чтобы ребята были сами хозяева вот этой территории. У нас это получилось. Вы видите большую барную стойку, да, в этой школе. Они там являются хозяевами, могут пить чай, приносить кофе, там с термосами заниматься, общаться, делать все, что они хотят. На следующий год у нас по плану построить 3 коворкинг-центра. Я не буду сейчас говорить, в каких школах. Если я сейчас скажу, значит, они обрадуются, остальные 9 обидятся. Но в течение 3 лет эти центры появятся. Это будут очень простые центры. Мы отдадим 1 кабинет вам. Там будут простые пуфики, барная стойка, чай, кофе. Там будут столы специально стоять. И когда у вас будут перемены, либо когда у вас будут уроки пустые, да, так называемые окна, вы, конечно, сможете туда приходить, там общаться, там можно развивать дебатные движения. Мы постараемся это сделать. Я прекрасно понимаю, что вам нужна территория без нас, да, где вам будет интересно общаться.
Да, спасибо Будем большое, стараться. что вы услышали желание. Николай Владиславович, я бы хотел задать вопрос о вашем мнении о системе образования Соединенных Штатов Америки. В мире 193 страны, да, которые входят в состав Организации Объединенных Наций, да, Даша, мы недавно проходили, по основам права. Я скажу так честно, я не специалист в системе образования США. Я больше владею ситуацией в системе образования в Европе, то есть в тех странах, которые я посетил в своей жизни больше. Это Италия, Германия, последний год Польша, где я провел обучение. 3 года назад я проходил обучение, точно могу сказать, в самой лучшей стране мира, самым лучшим образованием по Финляндии. Кстати, благодаря Финляндии мы отменили звонки, так что это не я виноват, это финны виноваты. Потому что я увидел то, что какие там чудеса творятся, и понял, что надо больше дать вам свободы. Ну а в целом, что говорить о системе образования США? Она на самом деле похожа на нашу. Если брать среднее образование, то дети приходят в США в первый класс с 5 до 8 лет, в зависимости от штатов, потому что система образования там на федеральном уровне, да? Дети заканчивают школу там в среднем 18-19 лет. И в принципе эта система похожа с нашей. Единственное, чем она отличается, что дети 9-12 классов, они имеют право свободного выбора предметов. Хотя там есть тоже базовые предметы. Это обязательно алгебра, геометрия, английский язык обязательный, история США и право США, обязательно изучение, обязательно физкультура и химия, биология, как ни странно. Такие предметы уже как география, физика, всемирная история, они являются по выбору. Но что в США является очень сильным образованием, это, конечно, их система колледжей. Я думаю, вы это слышите по телевизору, да, часто по фильмам. В США иногда намного престижнее закончить колледж, чем закончить университет. Ну и, конечно, лучшие университеты мира находятся в США. По крайней мере, я вам скажу так, если средняя стоимость университета стоит примерно $5000 в Европе, то в США Гарвард стоит $40 000 в год. Это говорит о том, какой уровень престижа данного университета. Да, поэтому... Но если быть честным, я скажу так. Хорошее образование зависит не от того, где ты учишься, а зависит от того, как ты учишься. Я скажу вам честно и очень просто. Я закончил Карагандинский государственный университет и нисколько об этом не жалею. Я получил крутое, хорошее образование. Я в своей жизни закончил самую простую среднюю школу номер 1. Она тогда не была ни гимназией, ни школой-гимназией. Простой, обыкновенной средней школы. И мы всю эту жизнь завидовали гимназии номер 5. Что там учатся все вундеркинды, да, самая крутая и все остальное. Но это абсолютно мне не помешало кем-то в этой жизни стать. Поэтому образование зависит, конечно, от учителей, но в первую очередь оно зависит от самого тебя. Что хочешь ты. Если ты 12 часов в сутки проводишь с сотовым телефоном, можешь попрощаться с мечтой получить хорошее образование. Если ты 12 часов в сутки проводишь с книгой, либо там есть место спорту, культуре, искусству, театру, даже танцам, ты точно в этой жизни кем-то станешь. Я в это верю просто. Спасибо за ответ. Я бы хотела узнать, планируете ли вы сделать нашу школу спортивной? Седьмая школа. Я думаю, что 7-я школа и так спортивная. Для этого Анцович не нужен, чтобы школа стала спортивная. Потому что вашей школе повезло, у вас хороший стадион. Во-вторых, ваша школа единственная, где 2 спортивных зала. Это самая молодая школа, самая последняя, которая была построена в 90-м году. В вашей школе очень развит футбол. И, конечно, ваша школа помешана на баскетболе. Просто вы там фанатики. Поэтому, если вам нужна какая-то бумага от нас, чтобы вы официально стали спортивной, мы вам ее подарим. А если вы хотите оставаться, жить в мире спорта, ничего вам не мешает. Но идея такая действительно есть. Есть возможность в 10-11 классе, чтобы вы получили какую-то все специализацию. Поэтому если ваша школа, кто-то захочет получить статус спортивного класса, чтобы мы дали дополнительные часы
на углубленные занятия в физической культуре и спортом, проблем здесь не вижу. Кстати, по спорту я еще хочу сказать, что в декабре, когда будет в городе достроен ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс, у нас появится уникальная возможность заниматься плаванием. И мы планируем заключить меморандум с нашим ФОКом, чтобы с сентября следующего года вы все на бесплатной основе 1 раз в неделю посещали занятия по плаванию. Так что я надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо большое. Какое у вас хобби? Как любой нормальный человек, который занимается интеллектуальным трудом, конечно, главное мое хобби – это книга. Второе – это музыка. Третье – это точно танцы. Пятое – я обожаю ходить в театр, особенно один, чтобы никто не знал. И, конечно, 2 года назад у меня появилось хобби, о котором я никогда не думал, что буду этим заниматься. Потому что у меня есть один недостаток, сильный, то есть у меня много недостатков, но есть один сильный. Я никогда не занимался спортом. Мне всегда казалось, что тот, кто занимается умственным трудом, и спорт — это несовместимы. И 2 года назад я понял, что я 40 лет ошибался. Поэтому 2 года назад я занялся бегом. И дошел до того, что стал бегать в день по вечерам до 10 километров. И считаю, что это круто, когда ты можешь вечером побегать в специальной красивой там черной одежде, одеть капюшон. Тебя точно никто не узнает, потому что никто не может подумать, что я бегаю. Никто в это не верит. Ты оббегаешь весь город, видишь людей, ни с кем не здороваешься, это круто. И ты принадлежишь только себе. Это помогает здоровью, это помогает выглядеть хорошо, потом твоей форме. А потом это дает возможность, что голова становится хотя бы на 1 час пустой. И это круто. Я вам тоже всем советую. Я думаю, это самый философский вид спорта, который только существует. То есть ты и ветер, и больше никого. Спасибо за вопрос. Следующий вопрос задает Николай Приниславич, какой ваш любимый предмет был в школе? Математика однозначно занимала 1 место, потому что это все-таки царица наук. Я считаю, тот, кто хорошо занимается математикой, впоследствии способен гениально заниматься и гуманитарными науками. Вот. Ну и, конечно, я обожал географию и обожал историю. Вот это 3 предмета было базовых, самых, я думаю, главных. Больше всех я не любил русский язык. Не любил. Не любил, потому что у меня была одна большая проблема. Я очень хорошо учил наизусть все правила, но я не мог эти правила применять. Никогда. Вот, поэтому на этот предмет я шел как на какую-то каторгу, да? Но тем не менее, сейчас я точно понимаю, что я по-русски говорю точно хорошо, пишу точно грамотно, поэтому все хорошо. Вы сказали то, что вам нравится читать книги. Скажите, пожалуйста, какой жанр вы предпочитаете? Я думаю, я точно читаю то, что сейчас вы не читаете. Вам потому что это будет скучно. Если говорить о художественной литературе, то я скажу честно, я не люблю читать художественную литературу. Мне всегда она казалась почему-то скучной. Но я всю жизнь обожал читать поэзию. Я люблю стихи. Вот, я обожаю Лермонтова, Фета, я обожаю Тютчева, Ахматову. Это мои любимые, можно сказать так, поэты и любимая поэтесса. А из книг я обожаю читать что-то связанное с историей обязательно, конечно. Ну и помешанное на философии однозначно. Мой любимый автор — это Аристотель. Я обожаю греческую философию. Люблю читать книги про Древний Рим, про древние цивилизации. Много занимаюсь вопросами психологии. Много читаю Фрейда,
Фрома, может быть, вы слышали о таких великих психологах, да? Ну, а из художественной литературы я сейчас помешан на японской культуре. Я читаю Харуки Хамурапи. Есть ли у вас такая книга, предмет, может быть, человек, фраза, которая полностью изменила ваше мировоззрение? Я думаю, что в своей жизни вы встретите человека, который точно изменит вашу жизнь. Я просто в это верю. Вот я точно в это верю. В жизни любого человека будет случай, только ваша задача этот случай понять, что это ваш случай, понимаете? Вот надо это понять, что этот случай именно про вас и просто про вашу жизнь. Да? Такие случаи было очень много. Я думаю, что они будут и дальше в моей жизни, как и ваши. Поэтому надо просто научиться правильно слушать и правильно слышать. Поэтому такие случаи были, да, конечно. И чаще всего, конечно, это были учителя, особенно в университете, которые просто заставляли менять свой мозг, свое мышление и делать что-то самим собой, идти к лучшему. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как повлияло на вашу жизнь наличие 7 высших образований? Мы знаем, это что... к этому вопросу или это отдельный вопрос? Отдельный. Мы знаем, что 2 высших образования вы получили за рубежом. И сразу расскажите, пожалуйста, о планах отдела образования на будущее. То, что я много учился, это большая была глупость. Я никому из вас не советую столько учиться. Потому что, когда много учишься, мало живешь. Вот. Ну, если здесь и доля шутки, и доля правды. Но по-настоящему я хочу вам сказать, я желаю вам всем в первую очередь выбрать тот путь, ту профессию, где вы будете реализованы. Абсолютно не важно, сколько университетов ты закончил, абсолютно не важно, где ты учился, важно, как ты учился, на кого ты учился, и учился ли ты на ту профессию, в которой ты будешь просто счастлив. Больше ничего. Я вам просто желаю одного, чтобы вы выбрали тот путь, где вы будете просто счастливы. Если вы его выберете, вы будете самые счастливые люди. И больше ничего. Образование за рубежом, да, это круто. Я бы тоже вам, конечно, в идеале, это классный опыт, который я бы желал, чтобы каждый из вас пережил. Потому что это опыт увидеть другую страну, увидеть другую культуру, выучить другой язык, получить совершенно новый... У вас поменяется мировоззрение, вы на мир будете смотреть намного шире. Но я благодарен своему образованию только за то, что я вернулся домой. У меня никогда не было мысли отучиться и остаться там. Все, что я получил на Западе, в хорошем смысле, я забрал в какую-то большую сумку чемодан и привез в город Шахтинск. И вот эти 11 лет мы это все делаем вместе, вы это все видите в наших школах. Я желаю вам тоже поступить, закончить 2-3 вуза, и в Казахстане, конечно, обязательно, и за рубежом. Не знаю, насколько вы хотите куда-то уехать, это большая трагедия лично для нас, взрослых, да? Но я вам желаю отучиться, вернуться домой и быть полезными здесь. Потому что все, что мы делаем, это мы делаем для вас, не для кого больше. Николай Брониславович, что вы можете пожелать нашим сегодняшним участникам встречи? Я вчера читал одного из своих любимых казахских мыслителей, Абая. И всем вам вообще советую увлекаться этим великим поэтом, великим мыслителем планетарного масштаба, потому что изречения Абая, фразы Абая — это определенного рода путь, траектория, по которой двигается любой человек. Я помню, в 9 классе я впервые познакомился с его творчеством. Я думаю, вы все знаете знаменитое про его произведение, да? «Слова назидания». Вот ты задал, что я пожелаю, да? У Абая есть короткая эта фраза: 4 вещи я желаю любому человеку. Это наличие разума, наличие воли, это наука образования и наличие совести.
Если у вас все это будет, вы станете настоящими людьми. Но в основе всего сердце, внутри которого совесть. Если это будет, вы будете самыми крутыми. И пусть у вас это будет. Спасибо огромное, Николай Брониславович, уважаемые президенты. Сегодня мы провели очень плодотворный и конструктивный диалог, основной целью которого является усовершенение молодежи, улучшить систему образования, придать ей новый импульс работы. Уверен, что наша встреча – это только начало большого пути под названием «Совершенство». Всем самого хорошего, до новых встреч. Барлықтарыңызға үлкен рахмет.